Да, приехали. Здорово, здорово. Случайное знакомство. Високурский у нас доктор географических наук, профессор. Долгое время возглавлял факультет. Он сейчас еще у него общественная должность. Он является вице-президентом Союза ученых Удмуртской республики. Они намерены создать перечень, но не просто перечень, исчезнувших деревень. Атлас. А описание их, что было, в каком состоянии и что дальше из этих деревень можно получить, по примеру, скажем, такие как, по-моему, Сеп немножко называется, да? Да, это не И еще там это Мукши, что ли. Я знаю, например, когда изучали мы, значит, вот тут тетя была у нас, тетя Кристина, она, память у нее хорошая была. Я вспоминаю ее как воспитатель. Если верить тому, что вот тетя Кристина Михайловна по наследству получала сведения кое-какие, то деревня не было около 300 лет назад, если не больше. Но странно то, что тогда эта деревня еще не была христианизирована. Думаю, что еще какие-то корректировки будут. Не стала перерисовывать. Списки домов это Владимир Григорьевич в основном все подсказывал, место расположения каких-то объектов и проулков, переулков, это тоже Владимир Григорьевич подсказывал. Надо было перевернуть вот так. Не хотите? Ну давай. Или вам так удобнее? Так, но она по сути ведь у нас так Вот расположена. этот проулок был, по-моему, все-таки смотрел сюда вверх, в гору. Мост. Вот, если мы отсюда заедем, вот Где север, где юг. Вот здесь мы заезжаем. Вот и Андреян. Да. Да, заезжаем так. Да, Да, это твоя родина. А вот это самое похоже, значит, вот это нарисовали. Да. Юрий Семенович, маленькое уточнение. Вот вы сказали маршрутное имя, возможно, СЭП. А как же тогда, это немаловажно, а как тогда связать с названием деревни? Ведь деревня называется Борчасипош. Выше это Да. кузница была. Тут вот где-то здесь все должны быть. Перевозчик. Ну, здесь вот Кузьма Герасимович, вот Семен Герасимович. Вот, ага. Ну, и здесь же был этот самый Михаил Ипатович. Здесь же был. То есть мы-то поселились на их месте. Дерющевы, потом Зяблицевы, Лошакова и так далее, так далее. Здесь у нас был магазин в свое время. Вот это вот с этой стороны же решетник были. Нет, вот тут. Да, вот сюда, да. Вот то, что от деревни осталось, вот эти деревья и так далее, вот что-то напоминают еще они, значит, что была деревня. Остались Черемуха и так далее. И Дерущев, вот. В общем, деревня была тоже не маленькая. Правда, была почти односторонняя. С этой стороны, да? С той стороны наоборот. С той стороны. На этой стороне на дома 4 только было всего лишь. Остальные дома стояли с той стороны. Здесь стояли дома? На горе. А, на горе? На горе. Пруд был, да? Сколько там примерно домов-то было? Вот где-то сказали, я помню, 26 или 27 домов. Больше я цифры более я не слышал. В какие годы примерно она исчезла? Вот она исчезла где-то в 70-х. А? Решетников 26-27 домов. не, Ну, вот больше, я слышал, не а? больше 13, я что-то сосчитал. Школа и клуб вот в этом месте. Вот эти сосны еще садили, когда я помню даже вот этот сад. Была большая елка, но упала уже. Березы, часть берез тоже самым уже выпали. Здесь был в этом месте школьный огород. В каком году примерно сосны были посажены, не помните уже? Ой, я вот эти сосны, я помню, были, а вот нижний час мы еще сидели. Вот. Да, Юрий Семенович, вот это было, я говорю, вот это место было, школьный огород.
А вот в этом месте стоял клуб у нас. Чуть пониже была школа. Здесь сосны, я говорю, вот у нас здесь тропинка была в школу, знаете. Вот с этой стороны были сосны, они уже метра по 2, наверное, по 3, я помню, были. А на той стороне эти березки, там черем, постоянно мы сидели тоже самое. Посадим, что-то погибнет, опять по новой. Я не знаю, сколько поколений, наверное, 8 было или 4 начальной школы. Стоящий волшебщик. Да, не дошел. А еще говорили, что белая глина здесь есть целебная. Белая глина, ветер, все выше Сибирского пруда. Место Лацке, Суланатын? Лацке. Белая глина. Это известковая глина. Безвіскована глина. Так вот теперь нет уже, наверное, да, дорожки туда. Пешком еще можно пройти? Да, будем то можно, Орчины. Григорьевский, мы здесь сколько количество деревень? 28 или 32 даже. Да. Много, да? Ну, 20 с лишним деревень. Осталось 8. По подсчетам некоторым говорят, в Удмуртии за 100 лет от 1500 до 2000 деревень где-то, возможно, исчезло. Средние дома стояли вот на горе. Не на самой горе, а вот березы где-то у нас с елочкой растут. Вот в этом месте вот последние были дома. Вот здесь у нас деревня была, располагалась с обеих сторон. Вот улица была примерно так же. Ну и дома. С правой стороны. Дальше прудик у нас был деревенский. Прудик сохранился. Все-таки власть имущие здесь проезжали. К нам в Чутырь приезжал Николай Михайлович Шверник. Он тогда был председателем ВЦСПС. И он приезжал. Был в нашем сельсовете, который стоял в Чутыре. Помните, в самом селе был сельсовет? Да. Вот он был в этом здании. Говорит, охрана, мама рассказывала, охрана стояла по всему тротуару во дворе. Там, тут, значит, везде охрана была. И вот этот Шверник заходил на второй этаж, поднимался в сельсовет. Я думал, видимо, что-то здесь было, проходило все-таки. Какая-то дорога вела куда-то к кому-то. Ну, рука. Таня Григорьевич, не укил, Таня. Профессор. Таня, да, не Шахмет они. Ну да, поднялись, асфальт кончился. Вот мы приехали, Вот мы здесь вверх поднялись, в гору. вот в гору поднялись, и вот где-то здесь, вот видишь, и пруд тут, вот начало, вот пруд. Ну, это пруд большой, да? 4 пруда мне нарисовали, вот это 5-й вот пруд. Потерял речь, советские, значит, самые лозунги произносить. А церковные псалмы и так далее тоже не особенно. Молитвы я не выучил. Но один раз уже здесь я произносил, но я повторю, потому что я частенько сам себе их повторяю и говорю. Вот такое православное есть между светским и церковным, я и вам и произношу на прощание. Часть знает, часть нет, но мой каждый день можно повторять их. Прости мне, Боже, мои прегрешения, и дух мой томный обнови, дай мне терпеть мои мучения, надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой.
надай, чтоб пламенной рустючою ямоклись слезы покаяния. О, дай мне верою святою разогнать тучи всех моих страстей и безоблачной душой прощать врагам, любить друзей, чтоб дух отрадный упования всегда в него душу проникал, чтоб помнил я благодеяние и обиды забывал. О, дай мне Марианны жар священный, дай мне Иоанна златоуста чистоту, дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя души, к ногам Спасителя Христа. Вот это является сегодняшним результатом моей поездки в Чутырен и в Чепожи. И дай Бог, чтобы эта молитва много еще повторялась, и в самые легкие, праздничные, святые дни, и в трудных временах, когда душу щемит то прошлое, которое не отпускает и сегодня. Да, вот я. Спасибо.